Всех приветствую на моем канале. Если ты посмотрел первую часть «Два полковника», добро пожаловать. И оставь комментарий, что хочешь добавить атмосфернее, да, этой игре. Я прочитаю все такое. Я прочитаю все такое. Я проверял только вот звук, проверял только что, работает или нет. Все ли нормально идет. И мы вот загрузи. Хранение номер 2. Вчера мы жутких тварей убили. И Алфи убили. И мы продолжаем. А сказали, что надо пойти где-то. Где-то надо пойти и разбираться. И уже ее даже нету. Наш генерал сказал, что пойти и разбираться. Что-то найти или как? Мы этого сейчас узнаем. Спасибо за просмотр. Тебя лично. Продолжим. Да. Ой, вот это. И вот это. Последний. Когда система разваливается, нечасто удается четко определить причину ее падения. Здесь эта причина лежала на поверхности. Запасы зеленки были исчерпаны, и сколько сталкеры и подчиненные полковника Хлебникова не искали, никаких новых складов им найти не удалось. Судя по рассказу Кирилла, после этого у оскомовцев уже не оставалось выбора. Необходимость жесткой экономии оставшихся резервов заставила их отказаться от выдачи радиопротектора всем, кроме совершенно необходимых в подготовке эвакуации сотрудников, что, понятно, совсем не подняло градус народной любви к ним. Вот так вот. Что еще тебе нужно? Ну а ты ему? Ну а что я? Ну да, все верно, товарищ генерал, спасибо, что приняли, что время уделили. Сами понимаете, все, что в трудах нажито, волнуемся. Он до дверей проводил, руку пожал. С уважением, в общем. Размазня! Что я тебе говорю? Чтоб на своем стоял! Этими бумажками... Товарищ полковник. Как обстановка, сержант? Шумят, товарищ полковник. Ясно. Главное, без нервов. Не поддавайтесь на провокации. Есть. Ну что же это делается-то? Товарищ полковник, ну хоть вы им скажите. Успокойтесь, пожалуйста, товарищ полковник. Скажите, чтобы начинали выдачу. Сохраняйте спокойствие, все получат. Выдача строго по спискам. Дайте пройти. Пропустите. Товарищ полковник, разрешите? Да. Обращайтесь. Поступил сигнал об излишках. Обязан реагировать. А он не открывает. Ясно. Идем. Да куда ты лезешь? Почему толкаем? Начальник, вижу, крепко я тебе понравился. Всего что-то Новый год вспомнился. Пили тогда, как Товарищ полковник, сюда! Конечно. О, Петрович, открой. Слава? Заходи. Спасибо. За мной. Михаил Петрович, вы знаете, зачем мы здесь. Предлагаю сдать излишки добровольно, иначе будут неприятности. Не могу. Ну не могу я, ты же знаешь, это для внучки. От себя ведь отрывал, по капельке копил. Ничего не могу сделать. Был сигнал об излишках, мы обязаны реагировать. Начинаем обыск. Проверьте там. Ну как же так можно? Я ведь с зарплаты откладывал.
все честно Знаю, заработал. Ты но же знаешь. порядок есть порядок. Есть, товарищ полковник. Нашел. Только Это немного разве тут излишки? Это для внучки, понимаете? Ага, для внучки. На рынке, небось, спекулируешь. Товарищ полковник, вы же знаете. Товарищ полковник, у него точно еще... Хватит. Мы излишки изымаем, а не последнее. Товарищ полковник, мне же рапорт писать. Под мою ответственность. Отнесите в штаб и оформите как положено. Так точно. Прости. Я понимаю, выбора у тебя не было. Спасибо, что оставил немного. Это ты прости. Но насчет выбора все верно. Нет его ни у кого. Ну, пойду я. Спасибо. Не за что. Спасибо, Слава. Хватит мне голову морочить. Норма сдачи ваша точно посчитана, не с потолка взята. Тут не хватает. Доплачивайте. Вот ты вечно говоришь, что я зря ною, что все наладится. Что и сейчас наладится. И будут честно делить. Тяжело, конечно, но нужно же видеть и светлые стороны. Тихо ты, бороде. Жить надоело. Ты тут видишь светлые стороны. Здравия желаю, товарищ полковник. Здравия. Извините за беспорядок. Беженцы все время прибывают. На грязных станциях совсем плохо. Откройте! Оском! Ну, здравствуйте, рядовой. Ох, и устал я сегодня. Кирилл? Ну-ка, рядовой, рассказывай, что случилось. Ничего, не хочу я больше. Чего не хочешь? Быть рядовым. И воском я больше быть не хочу. Так, с этого места подробнее. Я на Сибирской был. Видел, как солдаты зеленку у людей отбирали. Один торговец кричал, что они права не имеют. Его побили, зеленку всю забрали и ушли. Ну, это уже ни в какие ворота. Я завтра узнаю, кто это сделал, и разберусь. Ты говорил, что Оском защищает людей, а вы у них зеленку забираете. Почему? Это... Это что? Сложно. С зеленкой трудно. Поэтому и приходится забирать у тех, у кого зеленки много, и раздавать тем, кому не хватает. Иначе богатые будут сидеть на своих запасах, а бедные умирать. Разве это будет справедливо? Нет, конечно нет. Несправедливо будет. Вот видишь, понятно, что те, у кого забирают, недовольны. Но так нужно, понимаешь? Но если бы у меня зеленку забирали, я бы тоже не радовался. Но теперь понимаю. Вот и хорошо. А эти солдаты вели себя неправильно. Я прослежу, чтобы их наказали. И они пойдут и извинятся. Правильно! Пусть извиняются! Мой быт. Вот и отлично. Кстати, о зеленке. Давай-ка, брат-храбрец, сделаем тебе укол. Давай. Целый набор есть, да? Такой есть. Готово. Вот это зеленка. Ебать, хлор опасно.
наше время. Полковник Мельников. Кирилл, это Мельник. Как связь? Прием. Слышу вас, товарищ полковник. Небольшие помехи. Прием. Ага. У меня тоже. Я на Сибирской. Тут была последняя линия обороны. Прием. Да, я сам не видел, мне папа рассказывал. А как раз перед тем, как мятежники на последний штурм пошли... Три месяца назад. Пап, тебе точно надо идти? Ты же не отдохнул совсем. Мятежники наступают. Не до отдыха. Мятежники? Скажи, пап, если мы, Оском, защищаем людей, зачем им врать? Ого. Ты повзрослел, рядовой, а я и не заметил. Значит, поговорим как взрослые. Нужно ли говорить правду? Конечно. Но жизнь — сложная штука. В руках наших врагов правда может быть опасна. Нужно понимать, кому ее можно говорить, а кому нет. Командование видит картину целиком, и поэтому может принимать решения. Иногда неприятные решения, но так нужно. Командование думает обо всех, а гражданские только о себе. Поэтому правду, которая может их напугать, приходится скрывать. Но это для их же блага. Понимаю, но все-таки страшно так думать. В жизни много страшного. Но я неплохо тебя воспитал. Ты сильный и храбрый. Справишься. Но мне пора. Иди домой, пока не вернусь, никуда не выходи и никого не впускай. Это приказ. Есть, товарищ полковник! Сержант, проводите. Есть! Богдан, здорово. Пошли, Кирилл. Ладно. Удачи, папа! Тебе тоже, сынок. Че? Людей мочим, что ли, людей? А? Банутая картинка. Товарищ полковник, Да. Так, Прости, Слав. Я знаю, тебе деваться было некуда. И если бы я тогда не сказал ничего, они бы не поверили, что Ну, все старый нашли. помянет. Ни у меня, ни у тебя выбора не было, Петрович. Тебе тоже удачи. Увидимся на поезде. Спасибо. дочка. Патроны закладывает. здравия желаю, товарищ Да. полковник. Да, желаю. Или нормально, Петров? Так, Товарищ полковник, да. Людей убил, да? Там Ну еще что стоите? стрельба. Вперед на позиции! Есть! Лучше умирать-то. Ебать.
Огонь по бунтовщикам! Подкрепление подойдут. Чисто. Идем дальше. Значит так, саперов перебили, но заряд уже заложен. Наша задача добраться до детонатора и рвануть. Так точно. Принял вас. Погнали. Лейтенант, я сейчас к взрыв машинки, а вы прикройте. Есть. Внимание! Прикрываем полковника! Патронов не жалеть! Так точно! Чисто. Идем дальше. Ебать. Патронов не жалеть. Мы прикрываем! Давайте к детонатору! Товарищ полковник, мы их долго не удержим! Солдат. Дай. Еба. Что, аномалия молния, что ли? Шаровая молния, что ли? Штаб! Хлебников на связи! Штаб слушает. Один заряд не сработал. Черт. Отходите на Сибирскую и держитесь там. Больше надеяться не на кого. Я сдержаться. Конец связи. Солдат, сейчас ты погибнешь. Ебать там. Товарищ полковник, они взорвали ворота! Рут с поверхности! Товарищ полковник, сюда! Руку. Прикрывайте газ прихонзанью! Отхожу, бак пустой! Товарищ полковник, отходите на резервную! Place Fate. Игра крашнулась. Так. Так.
Так. Crash Elf, Defender, Beep, Help. Open folder. Так. Ебать, крашнуло. Здесь крашнулось. Так, пару минут еще. Эй, 2 минуты дайте. Соглашение. Так, мы на эфире, да? Ло. Здорово, Богдан. Теперь мы на эфире. Если тут нажать, продолжить, да? Или нормально будет? Когда угнетенному народу становится нечего терять, он обязательно восстанет, как бы правители не пытались этого избежать. Аскомовцы поняли, что война неизбежна, как только закончилась зеленка. Единственное, чего они не знали, точного момента ее начала. Никакие приготовления, никакие попытки смягчить воздействие конфискаций не могли помочь избежать схватки. И когда война началась, всем ее участникам оставалось лишь сражаться до конца. Одного взгляда на поле боя достаточно, чтобы понять, пощады здесь никто не просил и не давал. И все же баллонов из-под хлора я увидеть не ожидал. Защитники явно пошли ва-банк, но даже такой отчаянный шаг их не спас. По словам Кирилла, генерал покончил с собой, так что он, похоже, и сам не верил, что это поможет.
Понял. Штаб! Хиллер Броуд. Ага. Так. Хлебников на связи! Штаб слушает. Один заряд не сработал! Черт. Отходите на Сибирскую и держитесь там. Больше надеяться не на кого. Есть держаться! Конец связи! Так, точно. Товарищ полковник! Они взорвали ворота! Груз поверхности! Товарищ полковник! Сюда! Закрывай сейчас проход за ним! Ебать нахуй. Что там жара нахуй. Отхожу, бак пустой! Уже заклинивает нахуй. Отходим, пацаны. Товарищ полковник, отходите на резервную! Погнали. Держимся тут! До последнего! Подкреплений не будет! Или мы их, или они нас! Конечно, дадим им прикурить. Пусть идут, мы готовы. Все, патроны закончились нахуй. Пулемет-то нам пизда. Пацаны. Бу кандыгын да два генерала да. Два полковника де бро. Або! Або! Нихуя себе. РПГшка или как-то. Бывает. Что происходит? Сволочи! Гадом травят! Уходите все! Держитесь, товарищ полковник! Надо доложить генералу. Это sandık. Bro.
Абу! Да ну на. Кто там стреляет? Операция закончена. Генерал, что ли? Исполнители устранены. Готов к эвакуации. Ах ты сволочь. Что значит уехал? Без меня? Что происходит? Нахуй. Обеспечение эвакуации. Эвакуация? Бойцы, гражданские, ты же их всех убил! Кого теперь эвакуировать? Слав, зеленке осталось только на командование, понимаешь? Остальные обречены. Агас, просто чтобы быстрее, понимаешь? Ты знал с самого начала, знал и молчал, сука! А у меня что, был выбор? Да и какая теперь разница, они уехали. Вот только меня они бросили зря. Заебал. Петров, они уехали без нас. Серегу мне дай, быстро. Как? Погиб? Серега, сынок. Значит так, Петров, в большом сейфе РПГ. Бери и бегом на старую развилку, там перехватишь, понял? Выполнять. Ты что, убьешь меня, что ли? Что теперь? Что хочешь? А я все сделал. Прощай, Слава. Сын умер и отец умер. Ралли. Папа? Папа? Дядя Толя? Он что, себя убил? Почему? Не смотри туда. Прости, что я приказ нарушил. На станции стреляли. Много. Потом затихло. А тебя все нет. Я боялся, что случилось что-то. Пошел тебя искать. Слушай, я тебе утром рассказывал. Кому можно знать правду, а кому нет. Забудь. Не нам такое решать. Если тебя обманывают, то точно не ради твоего блага. Вот поэтому он и умер. Понимаю, папа. Молодец. А теперь идем домой. Наше время. Полковник Мельников. Оскол. Кирилл, это Мельник. Я у входа в бункер. Понял вас, полковник. Там связи не будет, так что будьте осторожны. Спасибо, Кирилл. Конец связи. Сосна и Альха, ответьте, прием. Альха, Сосна на связи. Месяц назад. Рядовой, я захожу в бункер. Пока я там, связи не будет. Сколько пробуду внутри, не знаю. Когда следующий сеанс? Полдень, товарищ полковник. Аккумуляторы? Держу заряженным. Дверь? Запер. Печенку ем. Клей сжигаю. На грязной станции не хожу. Пап, ты мне натурально шпаргалку оставил. Если я сейчас читаю. Читай, читай. Повторение, мать учения. Все, Сосна. Конец связи. Понял вас, Альха. Конец связи. Сосна, ответьте, прием. Сосна на связи. Прием. Я очень люблю тебя, сын. А я тебя, пап.
И печенку, чтоб ел. Обязательно, понял? Конец связи. И продолжение будет завтра. Поставь лайк, если понравился. Если вспоминаешь о игре, все такое. Если ты прошел давно, вспоминал мои реакции, все такое. Главное, напиши комментарий. Помнил. А, вот такая была, все такое. Очень будет приятно. И поставь лайк. Спасибо за просмотр.